Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии бывший начальник районного изолятора временного содержания признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следком по республике. Стало известно, что с февраля 2016 по декабрь 2017 года обвиняемый в должности заместителя начальника, а позже уже начальника изолятора, предоставлял привлекающимся к уголовной ответственности привилегированные условия содержания. Как выяснилось, он исполнял указания начальника отдела МВД России по Алданскому району. Так он организовал беспрепятственную передачу содержащимся в изоляторе продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию, до мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков. Привилегии действовали в частности по отношению к лицам, привлеченным к уголовной ответственности за угоны, кражи, убийства, которые давали показания. Помимо незаконных предметов, также с ведома обвиняемого организовывались свидания с девушками, которые проходили ночью в помещении изолятора. Мужчина признал вину и раскаялся в преступлениях. Его приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Пьяная жительница Якутии избила малолетнего сына. Факт жестокого обращения с ребенком выявили инспекторы по делам несовершеннолетних. Так, в ходе процессуальной проверки сотрудница полиции выявила, что 35-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанесла своему 12-летнему сыну множественные телесные повреждения. Инцидент произошел около половины 7-го вечера. Установлено, что когда мальчик учил уроки, подозреваемая подошла к нему и неожиданно стала бить ногами и руками по различным частям тела, а затем и вовсе схватила его за шею и стала душить. Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила множественные ссадины и кровоподтеки в области головы и теле мальчика. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также жестокое обращение. По сообщению МВД, в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик испытал сильный стресс. Подозреваемая находится на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере от металлокогольного психоза. 100 тысяч рублей штрафа уплатит командир самолета Ан-24 авиакомпании «Якутия». Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте. Следствием и судом установлено, что ночью 15 мая этого года при посадке и торможении на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска пассажирского Ан-24, выполнявшего пассажирский рейс Нюрба-Якутск, командир самолета нарушил требования должностной инструкции руководства полетной эксплуатации самолета и федеральных авиационных правил. В результате этого были повреждены тормоза и авиашины на одной из стоек шасси. Тем самым авиакомпании «Якутия» был причинен ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. На борту воздушного судна в момент происшествия находились 29 пассажиров, 4 члена экипажа. Пострадавших нет. В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели и специалисты. Изъята и проанализирована документация и аудиозаписи переговоров экипажа с диспетчерскими службами. Проведена судебная летно-техническая экспертиза, а также выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств авиапроисшествия. Гендиректору авиакомпании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого члены экипажа и руководства авиаэскадрильи были привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению причин и обстоятельств, способствующих данному инциденту. В Нерюнгри сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности дебошира, которым оказался певец Рома Жуков. По сообщению ведомства, к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри. Они были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубо нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции. На замечание не реагировал. В их отношении составили административные протоколы. Проводится дальнейшая проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.